Здравствуйте, коротко и о главном. Поехали! Правительство без головы. Реформаторы основного закона предлагают убрать главу Кабмина и отдать его полномочия президенту. Такое предложение было озвучено на заседании Конституционного совещания. Давно, кстати, пора. За годы независимости республики высокую должность занимали 26 политиков. Порой в кресло в течение одного года поочередно садились 3 человека. О каких программах развития можно говорить в этом случае? Решение приняли большинством голосов участников собрания. Объяснили члены совещания свою инициативу просто. Раз уж в проекте новой Конституции к президенту переходят полномочия главы правительства, особой надобности в содержании еще одной должностной единицы нет. Пока на Олимпе решаются проблемы и вопросы, связанные с составом правительства, именно возле него, а именно на Старой площади, собрались граждане, которые просят обратить внимание и на их нужды. Около 40 жителей частного сектора ТЭЦ-2 требуют решить проблему с трансформацией земли. Об этом сообщает информагентство 24 Киджи. Данных немного, но из них понятно, что митингующие недовольны, что 83 участка или домовладения на протяжении вот уже 15 лет существуют на территории жилмассива незаконно, то есть без разрешительных документов. Обращение направлено исполняющему обязанностью Таланту Мамытову и вице-премьеру Равшану Сабирову. Служивый люд царя спасенного видеть желает, радуется. Нет, это отпадает. $100 000 за получение кыргызского гражданства. Парламентарий Дастан Бекешев предлагает ввести упрощенную процедуру получения подданства страны за средства, перечисленные на счет по аккумулированию средств для погашения внешнего долга. Иностранцы, приходите, заплатите, а мы этими деньгами, возможно, с вами рассчитаемся, если вкратце. Безусловно, идея заслуживает внимания. Эти инвестиции, возможно, хоть как-то смогут прикрыть финансовые хвосты и обязательства государства перед другими странами. Привет пешкадралам! Слушай, а нет денег, чтобы я могла перезанять, чтобы переотдать там за автошколу мне уже перезанять? Издеваешься? Идея, на мой взгляд, более рациональная, нежели предложение одной из депутатов расплачиваться по кредитам всем миром. Напомню, Айнуру Алтабаева ранее высказывала мнение, что каждый кыргызстанец должен скинуться из собственного кармана для уплаты внешнего долга. Дастан Бекешев через соцсети поделился, что в поправке в закон о гражданстве внесены обязательные условия для инвесторов, не самые привлекательные. Это вам и проживание на территории республики в течение 3 лет, и требования к знанию либо русского, либо кыргызского, и что самое продуманное, естественно в кавычках, вбухивать средства для получения гражданства необходимо лишь в те проекты или отрасли, которые запланированы правительством. Пока это лишь на бумаге, Кабмин еще этот порядок не утвердил. Дастан Бекешев просит все эти процедуры упростить. Он также считает, что выдавать кыргызское гражданство нельзя подданным сопредельных государств. Читайте, завидуйте, я гражданин. Затягивать ли пояса потуже или искать полку покрепче? Настатком провел сравнительный анализ цен на продукты питания. Так, по их данным, в прошлом декабре все было дешевле в среднем на 10%. Это железобетонное, доказанное цифрами утверждение. Мое же субъективное мнение, с процентовкой ошиблись. Стоимость отдельных групп товаров продолжает расти, причем скачкообразным образом. Даже по сравнению с прошлым месяцем основные продукты подорожали на 4%. Видимо, из-за пандемии больше всего выросла цена чеснока, более чем в 1,5 раза. Сахар вырос в цене почти на 30%, растительное масло на 25%. Стоимость овощей и фруктов увеличилась по сезонным причинам, оно и понятно. А вот цена мяса почему? Каждая хозяйка наверняка заметила еженедельный рост цен на этот излюбленный продукт. Давай мясо! Давай мясо! Ну а теперь поговорим об изменениях, которые ожидают вскоре инфраструктуру столицы. На месте сгоревшего здания бывшей прокуратуры скоро появится 7-этажка. По крайней мере, это пообещал ИО мэра Бишкека Балбак Тулыбаев. Он уже даже готов объявить тендер на проектирование, однако со временем еще не определился. Известно, что в новом помещении разместят аппарат Бишкекского городского кенеша, управление муниципального имущества, землепользования и строительства. И также горфинотдел, по-моему, да. Строительство, по заверению Тулыбаева, начнут еще до марта следующего года. Какие-то размытые сроки вы не находите?
Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака. Слегка на высоту такую, милая ты, уж не посмотришь свысока. Это были наиболее значимые события ушедшего дня. Зовут меня Алексей, фамилия моя Тимаев. До встречи. Здравствуйте. Сволочь. Сейчас попрошу тебя выйти, блин. Отвернись нафиг. Да, блин. Да, мы так не начнем никогда. Ставка. Пока не знаю. Придумаем что-нибудь, из мультика поставим. Это были наиболее значимые. Меня зовут Алексей, фамилия моя Тимаев. Увидимся, до встречи, до свидания, пока, хоп, хей.